Каждый начинающий инвестор сталкивается с вопросом, с тем, с чего ему начать для того, чтобы инвестировать на фондовом рынке. И поэтому сегодня я бы хотел рассказать о тех стратегиях, которые существуют на фондовом рынке. Первая из них – это спекулятивная, которая появилась еще в XIX веке. Родоначальник ее, наверное, это Доу Джонс. Она зародилась тогда, когда люди получили возможность получать котировки и, исходя из этого, строить графики. Суть стратегии заключается в том, чтобы выбрать время, когда можно купить, и далее выбрать время, когда продать. И таким образом получить спекулятивную прибыль. Основывается она на техническом анализе, основу которого как раз заложил Доу Джонс, где он как раз описал основные принципы, что существуют тренды, существуют уровни, и также сформулировал те постулаты, на котором как раз строится этот технический анализ, а именно на психологии людей, то, что люди действуют в определенных ситуациях примерно одинаково, и то, что было в истории, оно, как правило, повторяется и в будущем. Следующая стратегия, она появилась чуть позднее, где-то в середине 20 века. Один из основателей ее – это Бенджамин Грэм, который написал очень известную книгу, так, Библию, можно сказать, да, для финансовых аналитиков – это «Разумный инвестор». Вот как раз опираясь на эту книгу, начал инвестировать Уоррен Баффет, который сейчас сколотил состояние близкое к 100 миллиардам долларов. Суть этой стратегии заключается в том, что не нужно спекулировать, а нужно выбрать конкретные акции или облигации, изучить данную компанию и путем выбора тех компаний, которые стоят дешевле своей справедливой стоимости, получать прибыль. И более подробно я бы хотел остановиться на стратегии пассивного инвестирования или распределения активов, asset allocation, как это называют, которая возникла сравнительно недавно, стала популярной, это в 90-х годах прошлого века, и которая подходит большинству инвесторов. Первые две стратегии, они требуют очень глубокого погружения. То есть, если это спекулянт, он должен очень много времени уделять изучению графиков. Это чем-то похоже на спорт. То есть, когда вы хотите достичь результата в спорте, вы должны заниматься каждый день, несколько лет, и тогда вы там через 3-4, может 5 лет, да, станете чемпионом, достигнете каких-то успехов. И в то же время здесь тоже можно провести аналогию со спортом. Невозможно заниматься этим очень долго, поскольку это требует очень много усилий, очень много, скажем, связано с этим стрессом. И еще один минус, который я бы хотел отметить, это то, что данный вид несет в себе гораздо большие риски. Что касается второго способа, там это именно анализа ценных бумаг. Данный способ инвестирования тоже требует глубокого погружения. Но в данном случае вы должны прочитать много литературы, соответственно, изучать много отчетов компаний. Вот Уоррен Баффет, к примеру, он за год изучал более 2000 отчетов. То есть, получается, за день у него получается около 3 квартальных отчетов эмитентов. Для чего это он делал? Для того, чтобы из 100 и 200 компаний выбрать те 10 компаний, в которые он хочет инвестировать. Если у вас есть желание, есть склонность, например, этим заниматься, вы можете, конечно, этим заниматься. Но вы должны понимать, что это действительно у вас будет занимать очень много времени, и вы должны будете следить за теми бумагами, которые у вас находятся, продолжать следить то, что происходит в компании. То есть это подразумевает как раз активное участие в данном процессе. Чем отличается третий подход? Третий подход действительно подходит практически любому начинающему инвестору, не требует глубокого погружения и основан на том, что вы просто составляете портфель из разных активов. В чем состоит суть пассивного портфельного инвестирования? Это прежде всего две части.
первая часть. Вы выступаете именно как пассивный инвестор, то есть вы не делаете много сделок, вы не следите за рынком и так далее. И вторая часть – это вы являетесь портфельным инвестором, то есть в вашем портфеле должны быть несколько активов, и эти активы должны удовлетворять определенным требованиям. Ну и первое. Эти активы должны иметь исторически положительную доходность. То есть, к примеру, это могут быть акции, облигации, золото, недвижимость и так далее. Второе. Эти активы должны быть, иметь низкую корреляцию. Что такое низкая корреляция? Это тогда, когда они друг от друга не сильно зависят. Если мы возьмем, к примеру, акции и облигации, то бывают моменты, когда акции растут, и облигации падают. Или бывают ситуации на рынках, когда и акции, и облигации падают, а золото, к примеру, растет. Чем меньше активы имеют корреляцию, тем это лучше для портфеля. Один из основателей портфельной теории – это Гарри Марковиц, который написал работу о портфельном инвестировании 60-х годов прошлого века и получил за это Нобелевскую премию. В чем заключалось его открытие? Его открытие заключалось в том, что если составить портфель из разных видов активов, то доходность этого портфеля может быть выше, чем доходность каждого из активов, которые находятся внутри портфеля, а риск может быть ниже. Каким образом достигается это? Давайте рассмотрим эту теорию на примере портфеля Жибоки, известного эксперта Сергея Спирина, который собрал такой портфель, состоящий из 1/3 акции, 1/3 облигаций и 1/3 золота. Допустим, представим портфель, состоящий из 3 активов. Это акции, облигации и золото. И в тот инструмент можно инвестировать через фонды. Допустим, вы выделили в портфеле по 1/3 на каждый из этих инструментов. Проходит год, естественно, пропорции в портфеле меняются. Что-то растет, что-то падает. Соответственно, через год вам нужно привести этот портфель в то же состояние, в которое он был перед его началом. То есть снова сделать пропорции 1/3, 1/3, 1/3. То, что подорожало, таким образом продается, а денежные средства перекладываются в то, что упало. И таким образом вы поступаете каждый год, сохраняя эту пропорцию. Данные пропорции вы должны составить сами, то есть это зависит от ваших потребностей, от ваших финансовых целей, насколько вы долгосрочно инвестируете, от вашего отношения к риску. Например, акции считается более рискованный инструмент, чем облигации. Золото тоже достаточно инструмент волатильный, то есть колеблется очень сильно. Есть фонды недвижимости, в которые тоже вы можете вкладывать, это более такой консервативный инструмент. Соответственно, если вы хотите иметь более рискованный портфель, то есть у вас терпимость к риску она достаточно сильная, вы можете в своем портфеле больше иметь акций и меньше иметь, к примеру, облигаций, которые исторически колеблются не так сильно, но имеют и доходность ниже, чем акции. Здесь работает стандартный закон: чем выше доходность, тем выше риск. Вы должны это понимать. Поэтому, прежде чем составлять портфель, вы должны определить свой инвестиционный профиль. Чем же мы можем наполнить и конкретно именно этот портфель? В данном случае это лучше делать через фонды. Почему? Потому что, покупая фонды, у вас нет необходимости выбирать какие-то конкретные ценные бумаги. И выбирать лучше всего так называемые индексные фонды. Что такое индексные фонды? Это фонды, которые инвестируют в определенный индекс. Например, все слышали, наверное, индекс S&P 500. Это американский индекс, в состав которого входит 500 акций крупнейших американских компаний. То есть, покупая акции этого фонда, вы фактически вкладываетесь в 500 американских компаний и не несете риски каких-то отдельных компаний, и при этом вам не нужно ничего
выбирать. Фондов бывает очень много, как и, соответственно, индексов. Это могут быть фонды акций, фонды облигаций, фонды отдельных стран, регионов, фонды на золото и так далее. Конкретный портфель вам может помочь составить финансовый консультант, к примеру. В чем еще преимущество данных фондов? Данные фонды имеют, как правило, очень низкую комиссию, поскольку они, фонды, те, которые вкладываются именно в индексы, они не управляются активно. То есть издержки их получаются невысокими. Первые такие фонды индексные, они появились в США в 70-х годах, но популярность их появилась уже в 90-х годах, когда этих фондов, их называют Exchange Traded Fund или ETF, да, стало достаточно много, и выбор их стал разнообразным. На российском рынке первые ETF появились в 2013 году. Это ETF на рынок США, Германии, Японии и в том числе на российский рынок акций и облигаций. Примерно в это же время появился тоже первый ETF на золото, и в 2018 году появился такой инструмент, как биржевые паевые инвестиционные фонды. Это российский аналог западных ETF. В данный момент уже существует больше десятка таких биржевых паевых инвестиционных фондов. Их выпускают крупные наши банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк. И российский инвестор на настоящее время имеет достаточно богатый выбор. Давайте еще раз повторим основные правила портфельного инвестирования. Первое из них, да, вы должны определить свой инвестиционный профиль, отношение к риску и так далее, для того, чтобы понять, в каких пропорциях вы должны иметь те или иные активы. Вы должны инвестировать, невзирая на рыночную ситуацию. То есть пассивный инвестор не задумывается о том, что будет дальше с рынком. Подорожает все или наоборот упадет, поскольку пассивный инвестор считает о том, что спрогнозировать рынок на будущее практически невозможно, и это ему и не нужно. Задача пассивного инвестора не входит в получение сверхвысокого дохода. То есть его задача как раз быть где-то на уровне с рынком. Поэтому в данном случае пассивный инвестор должен понимать, что его портфель может время от времени уступать каким-то определенным инструментам. Акциям, облигациям, может быть, золотом, и это не должно тревожить пассивного инвестора. Также пассивного инвестора не должны тревожить какие-то рыночные движения, которые могут приводить к определенным убыткам по его портфелю. Это нормально. Кроме того, пассивный инвестор должен понимать, что инвестируя деньги именно с помощью такого метода, горизонт должен быть достаточно длинным, желательно от 5 лет. Кроме того, пассивному инвестору желательно делать инвестиции регулярно и проводить ребалансировку своего портфеля согласно своего инвестиционного профиля. Возвращаясь к стратегиям инвестирования, хотелось бы еще раз вернуться к преимуществам пассивного инвестирования. То есть, в отличие, например, от спекуляций, пассивный инвестор несет гораздо меньше рисков. Какие бывают главные ошибки начинающих инвесторов? Первое – это то, что бывают инвесторы, которые очень сильно боятся рисков. И из-за этого они, соответственно, инвестируют в те инструменты, которые имеют очень низкую доходность. При этом они забывают, что есть такой риск, как инфляционный. А инфляционный риск, он присутствует всегда. И инвестируя в низкодоходные инвестиции, вы рискуете в итоге не получить реального дохода. Вторая ошибка, которая тоже часто встречается, это предпочтение именно высокоспекулятивных стратегий. Это когда люди думают о том, что за короткий период времени можно
получить сверхдоход путем того, что они начинают пускаться в активные спекуляции, и чаще всего это приводит к полной потере капитала. Портфельные инвестиции в данном случае имеют очень большие преимущества. Во-первых, они не так рискованы, как спекуляции, и во-вторых, в конечном итоге, да, вы получите доходность выше, чем если бы вы инвестировали в какие-то консервативные инструменты. Прежде чем начать инвестирование, вы должны получить минимум знаний. Внизу под этим видео вы найдете ссылки для более детального изучения данной темы.